Немного нервно посматривая на часы, молодой электромонтажник Владислав Партыка выполняет свое 8-часовое задание. Перед ним десятки инструментов и задача, с которой бы повозился даже матерый профессионал. В республике в компетенции электромонтаж Владислав, выпускник целлюлозно-бумажного техникума, уже стал лучшим в прошлом декабре. Следующая цель – выйти на российский уровень. Выполняет он задания по электромонтажу силового оборудования промышленной установки. Он должен его смонтировать, подключить и потом запрограммировать, чтобы все это работало в автоматическом режиме. Пандемия свой след, разумеется, тоже наложила. Кроме экспертов, наблюдающих за процессом вживую, прямую трансляцию с разных ракурсов смотрят федеральные наблюдатели. Члены жюри оценивают чуть ли не каждый вздох конкурсанта. Уложиться нужно вовремя, смонтировать все чисто и правильно. Уровни, размеры, подключение проводников, выбор проводов. Каждая мелочь – это заветные баллы. Так жюри оценивает все, начиная самое главное, с охраны труда. При выполнении работ, чтобы они пользовались защитными средствами. Даже, допустим, при выполнении работ мы фиксируем руки, это тыльную и внутреннюю часть фиксируем, фотографируем, для того, чтобы убедиться, что он не получил никакой травмы. Из разных уголков Коми молодых профессионалов сродни Владиславу 8, а выступают они в 7 компетенциях. Это привычные: парикмахерское искусство, туризм, медицинский и социальный уход, поварское дело и более экзотические: эксплуатация сельскохозяйственных машин или веб-дизайн и разработка. Как раз в последней компетенции уже выступила воркутинка Наталья Мазуркевич. И хоть кажется, что веб-дизайн для девушки занятие не совсем привычное, в Коми она в этом уже всех обошла. Мы очень долго готовились, и очень жаль, что в связи с пандемией мы не смогли поехать в Якутию, чтобы познакомиться с их площадкой и оборудованием и поговорить с участниками и экспертами. Но мне очень повезло, потому что я могла дистанционно готовиться на оборудовании мастерских и принять наконец-то участие. Даже не победа, а сертификат участника – это уже подспорье, потому что конкурс профмастерства WorldSkills базируется на мировых стандартах работы. И сейчас такие профессионалы могут позволить себе выйти с конкурентным преимуществом не только на российский рынок труда, но и на международный. Вообще, что такое чемпионат движения WorldSkills? Это движение, которое позволяет достаточно качественно оценить уровень подготовки будущих специалистов для наших отраслей экономики. Появление такой записи в портфолио вчерашнего выпускника, что он победитель какого-либо уровня чемпионата WorldSkills, регионального, отборочного и так далее, помогает ему трудоустроиться. Как выступили наши ребята, мы узнаем уже в конце августа, начале сентября. Условия для них создали, а остальное зависит от них самих и немножко от удачи. А поскольку проходит состязание дистанционно, тут и родные стены должны помочь с победой. Евгений Стокас, Олег Жуковский, телеканал Юрган.